Доброе утро, дорогие телезрители! На каналах Якутия-24 НВК Саха «Утро Якутии». И этот утренний эфир для вас проведем мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. На календаре 9 апреля, пятница. Для многих последний рабочий день, но не для всех. Напоминаю, что наши коллеги всю эту неделю находятся в городе Нейрюнгри. И благодаря их сюжетам и материалам мы много нового узнали об этом удивительном крае. Сегодня мы научимся, как приготовить очень вкусный наваристый борщ. Заглянем в гости в музей имени Ивана Пьянкова и узнаем еще об одном уникальном экспонате этого музея. Познакомимся с интересными людьми, увлеченными и влюбленными в свою профессию. Также, например, узнаем о жизни простого дворника и заглянем в гости в IT-парк города Нейрюнгри. Ну и познакомимся с успешными предпринимателями. Хотим напомнить вам про WhatsApp номер 8 914 273 4488. Все для ваших вопросов, поздравлений и ответов на розыгрыши, которые в течение всей этой недели мы для вас проводили. И сегодня вот эта ваза снова отправится счастливому победителю, который ответит нам на вопрос, который мы зададим в течение нашей программы. Да, самый внимательный телезритель сегодня получит этот подарок от нашего партнера магазина Гарда Декор. Ну а сейчас, дорогие друзья, по традиции, конечно, кстати, в Якутске сейчас идет снег, да, прям хлопьями. Красивый снег. Поэтому, думаю, нужно обязательно посмотреть прогноз погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 3,6 градусов мороза. В Заречной группе 3,8, в южных 1,6 градусов. В Вилюйской группе 7,10, в Нижнеленских также от 7 до 10, в западных 10 градусов ниже нуля, плюс 1. В Колыме-Индигирской группе улусов минус 12, местами 31 градус. В Янских 18-35. На северо-западе 22-34 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 3 градуса мороза. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса тепла. Что ж, наконец, плюсовая температура ожидается сегодня. Это не может не радовать и не поднимать нам настроение. Действительно. Ну а какие новости произошли на данный час в республике и в мире? Давайте посмотрим в новостном блоке вместе с Владом Давыдовым. В эфире новости на Якутии-24 в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Пособие по безработице начнут платить по-новому. Максимальная сумма пособия таким образом составляет 12 130 рублей. Его будут платить в течение 3 месяцев с первой выплаты. Затем пособие уменьшится до 5000. Также в документе уточнили правила выплат беременным женщинам, которые остались без работы. Если первые 3 месяца получения пособия по безработице в максимальном размере у них пересекаются со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности, то компенсацию по безработице перенесут на более поздний срок. 3 площадки для тотального диктанта подготовили в парке России «Моя история» в Якутске. Всемирная просветительская акция в республике пройдет 10 апреля более чем на 150 площадках, в том числе свыше 20 площадках в Якутске. Главной площадкой акции станет Дом дружбы народов имени Кулаковского, где автор текста, российский писатель Дмитрий Глуховский, в 14:00 в прямом эфире прочтет для всех участников произведение под названием «Обещание». Телеканал «Якутия-24» покажет прямую трансляцию тотального диктанта. Прямой эфир с разных локаций также начнется в 13:30 и продлится до 17:00 по местному времени. В честь проведения всемирной акции на Якутской телебашне 10 апреля включат красную подсветку. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.
В Якутске подвели итоги второго образовательного форума руководителей детских общественных объединений Якутии «Сила.ком». Около 100 вожатых из разных уголков республики в течение 3 дней соревновались за звание лучшего. Педагоги-организаторы повысили квалификацию, создали специальные социальные проекты, разработали новую стратегию развития детского движения. На открытой площадке также подготовились к летнему отдыху детей. Были диалоги, игры, форсайт-сессии, педагогические мастерские. По итогам форума 12 команд защитили перед экспертами свои разработки, получили рекомендации. Далее проекты представят на грант главы. В вожатском деле самое главное – это понимать детей, быть их старшим другом и вести их по ступенькам жизни. Ведь мы педагоги. И я верю и знаю, что я вместе с моими детьми взлетим высоко-высоко и добьемся новых и новых целей. Синоптики прогнозируют снегопад местами сильный на территории 4 районов республики 9 апреля. По данным якутского УГМС, осадки ожидаются в Мирнинском, Ленском, днем в Сунтарском, Нюрбинском районах. Также возможно усиление ветра. Скорость в порывах будет достигать 15-17 метров в секунду. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня и смотрите телеканал Якутия-24. Будьте в курсе. Спасибо, Влад. А мы напомним, что наши коллеги вот уже 5-й день находятся в столице Южной Якутии. И мы, наконец, рады передать им слово Полине Долинской и Сергею Козюра. Своему появлению город Нерюнгри обязан большим залежем коксующегося угля, который уважительно еще называют черный бриллиант. О масштабах добычи можно судить только по виду этой гигантской спецтехники. Именно вот такие белазы стоят в разрезе. Самые уважаемые профессии – шахтер и горняк. И даже стадион, который построен в 2007 году в непростых климатических и ландшафтных условиях, носит гордое название «Горняк». Еще один спортивно-оздоровительный комплекс города Нерюнгри носит гордое название почетной профессии «Шахтер». Он включает в себя универсальный зал с 3 игровыми площадками, плавательный бассейн, крытый каток и стадион с футбольным полем. Каждый, наверное, в определенной степени своего возраста и подготовленности занимается разными видами спорта. Где-то любительски, где-то профессионально. В свою очередь я занималась волейболом. Сейчас я занимаюсь по профессиональной деятельности, как руководитель, это футбольная школа, да, то есть футбола. Но в душе все равно мы остаемся спортсменами. И на сегодняшний момент я для себя выбрала такой вид спорта, который будет, с одной стороны, и энергичный, и не очень будет затратный финансово, но в то же самое время дает много положительных эмоций. Кроме профессиональной подготовки спортсменов, на базе спорткомплекса формируются секции любителей. Одна из них посвящена бадминтону. В нашем городе, в нашем районе есть не только любители бадминтона, но и профессионалы. Но они занимаются в наших залах пришкольных. И вот мы сейчас на спорткомплексе «Шахтер» готовим центральную площадку, разметку для того, чтобы эти любители приходили заниматься у нас на нашем спорткомплексе. Недооценен вид спорта, потому что это больше как пляжный вид спорта, хотя он очень-очень энергозатратный, очень эффективный, высокие результаты. Нужно очень хорошую физическую подготовленность для того, чтобы играть в этот вид спорта. В нашем зале это позволяет. Нет ни солнца, нет ни ветра, нет ни песка. Но возрастная категория в основном у нас в районе занимается, я думаю, кому за 40. Желающие поддержать себя в тонусе могут воспользоваться услугами тренажерного зала. Как рассказали инструкторы, наплыв посетителей чаще всего возрастает в период подготовки к пляжному сезону. Если взять вот в целом год, то, конечно, весной идет наплыв. Все хотят к лету подкорректировать форму, где-то что-то прибрать, добавить. Но в основном как бы за много лет работы одни и те же люди регулярно посещают зал. Все больше популяризация здорового образа жизни отмечается у людей пожилого возраста. Пенсионеры с удовольствием занимаются в зале, а также посещают бассейн. Я заметил еще такой момент, что больше стало пенсионеров прибывать вот буквально где-то последние 2-3 года. То есть что-то у них там переключилось в голове, не знаю, но они прям с большой охотой рвутся, выбирают любое время. Стараются, как говорится, за это время посещения впитать в себя, получить все, вот, буквально как бы так, если так можно выразиться, так отрываются вот прямо от души в зале.
И дорожки, и станки, и бассейн, непосредственно все. Где-то берут абонементы, приобретают и туда, и туда. Спорт – это жизнь, и нерюнгринцы знают об этом не понаслышке. Посещают его люди разных возрастных категорий – от 14 до 80 лет. Спорткомплекс открыт для каждого из них 7 дней в неделю. Это замечательно, когда есть хорошие спорткомплексы для населения. Я думаю, что многие наши телезрители также посещают различные группы или спортзалы. Да, ну а для тех, кто желает перед рабочим днем хорошенько размяться, мы предлагаем сделать утреннюю зарядку вместе с тренером из города Нерюнгри Федором Молчановым. Доброе утро. Меня зовут Федор, фитнес-инструктор из города Нерюнгри. Сегодня мы с вами проведем функциональную тренировку. И первое наше упражнение – это приседания. Обычные классические приседания с широкой постановкой ног. Это упражнение можно чуть усложнить, приседая, касаясь руками пола. И для тех, кто чувствует себя более подготовленными, можно еще больше усложнить это упражнение, приседать с упрыгиванием. Данное упражнение надо делать минимум 15 повторений. Второе упражнение – это классические отжимания от пола. Для тех, кто не сможет сделать классические отжимания, можно сделать их с колен. Либо все то же самое, но касаясь пола. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений. Следующее упражнение – выпады. Выпады с опорной ногой на месте. Вперед, назад. И после 12 повторений меняем ногу. Назад, вперед. Следующее упражнение с упора лежа. Мы встаем на один локоть, потом на второй локоть и обратно. Также для тех, кому будет это сложно делать с прямых ног, можно делать с коленок. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений. Следующее упражнение называется конькобежец. Почти все то же самое, что и с выпадами, только противоположной ноге мы подводим руку, другую руку отводим назад и меняем положение. Стараемся наворачивать корпус вперед для большей растяжки мышц ягодиц. Следующее упражнение под названием скалолаз. Подводим ноги к локтям. Не меньше 15 повторений. И еще одно упражнение для самых подготовленных. Это так называемые бёрпи. Можно его делать также без прыжка. Спасибо за внимание. Доброго дня. Спасибо Федору. Ну а всем телезрителям доброе утро. Я думаю, что вы сейчас получили заряд бодрости. Сегодня у нас финальный рабочий день на этой неделе. Ну и, конечно же, хотелось бы напомнить, что совсем скоро мы разыграем вот этот замечательный приз от магазина Гарде Декор. Самый внимательный телезритель у нас сегодня его получит. Да, будьте внимательными. Ну а в Государственном музее имени Ивана Пьянкова каждый экспонат – это уникальная история. Но есть один предмет, который практически каждый из нас имеет. Но в этом музее этот экспонат имеет историческую ценность. Вот какую, узнаем в следующем сюжете. Доброе утро, дорогие якутяне! Рады опять встрече с вами. У нас у каждого есть свои предметы. И есть предметы, которые мы каждый день носим с собой. Это, например, ключи.
ключи от квартиры, от дома, от машины, от гаража. А вот у нас в музее есть ключи необычные. Я хочу вам сейчас показать ключи, которые совершенно отличаются от тех, которые находятся у нас в карманах или в сумочках. Главный наш ключ находится у нас в экспозиции. Посмотрите на такой огромный ключ, на котором надпись Нерюнгри. Если его посмотреть с обратной стороны, там увидим дату 1976 год. Это тот год, когда 5 ноября первые новоселы в 5 построенных деревянных домов стали заселяться. Это событие как раз отражено у нас на фотоснимках. В новом городе 5 ноября 1976 года первых новоселов ждали 5 деревянных домов. И тогда же, в этот период, новому жителю города Нерюнгри, Мишу Агонину, подарили этот деревянный ключ с надписью «Город Нерюнгри» и с датой 1976 год. Вот здесь двухлетний мальчик Миша Агонин, первый новосел, держит этот символический ключ. И вот веселые новоселы, здесь как раз папа Миши Агонина, Юрий Арнольдович, держит на руках еще дочку, и в руках у нее тоже этот же символический ключ. И затем мы были очень рады, что этот ключ был передан в наш музей и занял почетное место. Вот такая интересная коллекция, но если посмотреть нашу экспозицию дальше, вы еще найдете множество символических ключей. Большое спасибо за внимание. Доброе утро. Будьте внимательными, еще раз напомним, очень скоро прозвучит вопрос. Самые внимательные получат приз, который мы сегодня разыгрываем. Вот эту вазочку замечательную от магазина Гарда Декор. Руслан, как ты думаешь, кто просыпается раньше нас с тобой? Ой, я даже не знаю. Могу предположить, что это те люди, которые содержат в чистоте наш город. Я думала, что раньше нас никто не просыпается, но однажды, когда ехала на работу, заметила, что один мужичок так усердно подметал возле киоска. Я подумала, надо же, какая профессия, да? Конечно. А сейчас мы предлагаем вам познакомиться с одним из представителей этой профессии, который проживает в городе Нерюнгри. Спеша на работу, мы часто не замечаем, что идем по чистому двору или проложенной в глубоком снегу дорожке. А ведь кто-то проснулся еще раньше и сделал эту работу. И этот незаметный труженик – дворник. Вот уже 30 лет Наталья Анатольевна следит за порядком дворов города Нерюнгри. Расскажите, а как вы пришли в эту профессию? Ну, какая это профессия? Это нужда заставила, честно говоря. В Беркатит приехали по комсомольской путевке. Тогда я работала в комсомоле в те годы, в Кузбасса. В 1982 году, в 1979 году мы приехали. В 1982 году работала в пекарне я. Вот. В 1982 году родился первый сын. Когда исполнился год, садиков не хватало. Хоть и были садики, но их не хватало. Пошла работать дворником. Рано-рано утром убралась, прибежала домой. Дворник должен обладать такими качествами, как ответственность и трудолюбие, любовь к чистоте и аккуратность, готовность к длительной, монотонной работе, умение найти контакт с жильцами для совместного поддержания чистоты. Общение с жильцами, вот вышла, поздоровалась, поговорила. Вот. И каждый день, конечно, когда заметет снега по пояс, там не до разговоров, нужно все это откидывать, нужно все почистить, и в подъезде убрать, и все. Ну, пока жильцы не жалуются. В этой профессии важна и психологическая устойчивость, ведь нередко, тяжело поработав сегодня, дворник на следующий день увидит свою территорию в исходном, неприглядном виде. Все нужно начинать сначала, и так каждый день, из года в год. Мусорить они не стали больше, но они стали требовательнее. Города растут и развиваются, поэтому на рынке труда постоянно есть вакансии дворников. Заняться этим делом несложно. Главное – желание и трудолюбие. Работа дворника не подарок, честно говорю. Самая низкооплачиваемая, тяжелый физический труд. Вот я работаю 30-й год вот в этом ЖЭКе. Начинала с ГРЭСа. Конечно, уже втянулась, но все равно тяжелая работа.
Постепенно общественные стереотипы ломаются, и люди начинают понимать, что представители этой достойной профессии делают их жизнь лучше и комфортнее. Да, соглашусь, что тяжелая работа. Я, кстати, давно не видела, чтобы среди дворников были женщины. И это заслуживает отдельного уважения. Передаем привет Наталье Балабоевой. Спасибо за ваш труд. Действительно, вот перед следующим сюжетом вот есть такая устойчивая фраза: не поднимал ничего тяжелее, чем компьютерная мышь. Да? Вот. 9 апреля 1989 года американец Дуглас Энгельбарт получил премию в $10 000 за то, что изобрел компьютерную мышь. То есть вот в те годы это была самая первая модель. Ну а весь гонорар он внес в качестве первого вклада за свой скромный загородный домик. Но это не все события, которые случились в этот день. Чем ознаменован также 9 апреля, узнаем в нашей рубрике. 9 апреля – День финского языка и Всемирный фестиваль овсянки. В англоговорящих странах овсяные хлопья известны под названием протестантский овес. По народному календарю, если сегодня утром иней и туман – это к урожайному году. Ссориться в этот день нельзя, так как помириться будет сложно. 9 апреля 1682 года путешественник Лассаль провозгласил владением Франции большую американскую территорию от Великих озер на севере до Мексиканского залива на юге. Сейчас там расположены 12 штатов. Много позже, в 1803 году, Наполеон продаст эту землю США. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. За нарушение жителей ожидало битье кнутом или крупный штраф. В 1782 году в этот день в Париже открылся один из крупнейших театров Франции – Одеон. 9 апреля 1966 года Ватикан официально отменил индекс запрещенных книг. В него включались неугодные церкви, произведения богословов, ученых и беллетристов. Последнее переиздание индекса произошло в 1948 году и состояло из 4000 наименований различных произведений. За почти 4 века в свет вышло 32 издания индекса. Примечательно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке. 9 апреля 1989 года американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. А именины в этот день празднуют Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона и Павел. Доброе утро! Каждый раз, когда мы находимся в новом месте, в каком-то городе, в стране, регионе, мы всегда задаемся вопросом, куда можно пойти отдохнуть. Согласен, да, Руслан? Ну и этим вопросом задались наши коллеги. Они провели опрос среди нерюнгринцев на тему, куда можно пойти в Нерюнгри. Да, давайте посмотрим, что ответили на это жители столицы Южной Якутии. Ну, гостям города в первую очередь, конечно, я бы посоветовала пойти на мероприятия в Центре культуры, если они есть. Но если нет у нас таких мероприятий, то в театр актера и кукол. Я думаю, надо начать с музея все-таки. Как бы это основа того, что город строился, да? Ну и потом, наверное, смотровая, все-таки весь город виден. В ресторан, пожалуйста. Кинтон. Хотя сейчас, в принципе, ковид, да, никуда особо не сходишь. Ну, посоветовали бы на стадион «Горняк», на каток. Приходите, пожалуйста, когда солнечная погода, в парк. Там стоят тренажеры. И когда занимаешься на тренажерах, белочки прыгают, небо синее. И ты занимаешься спортом и любуешься природой Якутского края. Горнолыжная база, ну сейчас не знаю, наверное, тает уже. Черяево. Там белых много. Да. Прогуляться по парку, в кинотеатр «Октябрь» сходить. А так, ну, по ресторанам. И много можно куда сходить у нас. И посетить рядом находящиеся сувенирные магазины якутские наши, где очень большой выбор сувениров, картин, всего. Да, ну, в общем, туда. Только туда сейчас. Что ж, я думаю, тем, кто собирается в Нерюнгри, будет интересно действительно посетить и стадионы, и театр кукол, и парк с тренажерами. Ну а теперь, внимание, долгожданный вопрос.
Итак, в музее имени Ивана Пьянкова есть исторический экспонат, ключ. Вам нужно ответить, какая надпись находится на обратной стороне этого ключа и что она означает. Мы ждем ваши ответы на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Самый быстрый, самый внимательный, самый правильный ответ у нас получит вот эту прекрасную вазу от магазина Гарда Декор. Так что принимайте активное участие. Кстати, уже пришли, да, вот ответы. Вибрирует сейчас... у нас планшет. Сейчас мы посмотрим, как раз пока ненадолго прервемся. Доброе утро, 9 апреля, пятница на календаре. Кем бы вы ни работали, сколько бы ни зарабатывали, всегда встает один и тот же вопрос: как найти деньги на свою мечту. И первый шаг на пути к мечте – составление личного финансового плана. О том, как правильно сосчитать бюджет, в нашей постоянной рубрике «Финграмотность». Для составления финансового плана надо сосчитать ваш бюджет, то есть сопоставить доходы и расходы. Финансовый план, как правило, составляется на определенный период и имеет свои цели и задачи. Давай начнем с конца. Вот у тебя есть мечта – взойти на Эверест, ну или купить велосипед. Чтобы мечта стала целью, посчитай, сколько ты получаешь, а сколько тратишь. А теперь прикинь сроки, за которые ты с таким положением дел воплотишь мечту и купишь велосипед. Или доберешься до вершины Эвереста. Доходы можно условно разделить на постоянные, например, заработная плата, заработок арендодателя или стипендия, а также разовые, квартальная премия, подработка. В свою очередь, расходы бывают обязательными и необязательными. Разовые доходы – штука ненадежная. Это скорее приятное дополнение к постоянному заработку. С расходами тоже все просто. Обязательные уходят на еду, жилье и транспорт. Без этого никуда. Необязательные идут на то, что мы так любим, но то, что отдаляет нас от цели. Попробуй пару-тройку месяцев последить, куда уходят деньги. Сохраняй чеки, записывай каждый потраченный рубль. Уже через месяц поймешь, как много денег уходит на мелочи. Это еще называют принципом латте. Один стаканчик латте в день стоит немного, всего 200 рублей. А в год это почти 60 тысяч. Стоимость хорошей кофемашины. Для подсчета личного бюджета используйте специальные программы. Или сделайте таблицу учета. А если ты тратишь деньги в основном с карточки, то попробуй мобильное приложение твоего банка. Во многих из них можно не только следить, куда деньги утекли, но и сразу создавать заначки на мечты. Итак, вы сопоставили доходы и расходы. У вас должен получиться один из трех вариантов. Первый вариант – дефицит бюджета. Складываешь деньги и хватаешься за голову. Расходы больше доходов. Тут только два пути – тратить меньше или зарабатывать больше. А лучше и то, и другое. По-другому никак. Проклятая математика. Второй вариант соотношения доходов и расходов – профицит бюджета. То есть доходов больше, чем расходов. Представь, и такое бывает у кого-то. Ну, наверное. Тут надо только решить, как заставить это лишнее еще и поработать на тебя. Но об этом в следующий раз расскажу. В третьем варианте доходы равны расходам. Бюджет сбалансирован. Дзен, баланс и равновесие. Но лучше не зависать в этом состоянии, а начать тратить меньше и кое-что откладывать. В сберегательстве тоже есть пара лайфхаков. Первый. Стоит всегда откладывать одну и ту же часть от дохода. Говорят, безболезненно можно зажилить 10% от своего дохода в месяц. Второй и самый сложный. Не трать сбережения на текущие расходы, а то получится, как в анекдоте. Копил на машину, но сорвался и купил чебурек. Ну и последнее. Преврати планирование бюджета в привычку, вроде чистки зубов. То есть делай это регулярно. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Напомним, сегодня 9 апреля, пятница. Приятного аппетита всем, кто завтракает, кто заваривает себе горячую чашечку чая или кофе. Ну а тем, кто прямо сейчас отправляется на улицу, напомним, что в Якутске сегодня днем ожидается до плюс 2-4 градусов. Ну и в течение дня вроде как ожидается снежок. Да, ну а, дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вам вновь посмотреть новости, которые произошли на данный момент в республике, в России, также в мире, вместе с нашим новостным обозревателем Владом Давыдовым.
Доброе утро, это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Комбинированную вакцину, защищающую от коронавируса и гриппа, сразу в настоящее время исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от 2 инфекций – от гриппа и от нового коронавируса. В столичной школе номер 6 открывают психолого-педагогический класс. Это стало возможным благодаря сотрудничеству школы с управлением образования Якутска, СВФУ, Казанским университетом и Самарским филиалом педуниверситета. По новому направлению школы будет работать 1 класс. Это выпускники 9 класса. Они в течение 3 лет будут обучаться по специальной программе. После окончания будут поступать в педагогические колледжи и университеты по целевой программе. Это в будущем должно закрыть потребность образовательных учреждений региона и столицы в педагогических кадрах. Педколледж, Вилюйский педагогический колледж, институт и университет, они выпускают этих специалистов. Но, как практика показывает, до школ доходят мало. Поэтому мы планируем, вот так вот работать с ними. Мы их выпускаем, они у нас поступают, наши выпускники поступают в учебные заведения. Потом они на базе же нашей школы проходят педагогическую практику. И после педагогической практики, по окончанию высшего учебного заведения, мы их должны еще сопровождать в течение, например, 3 лет. А смотрите, сколько классов вы хотите? Или в целом школа будет работать по этому, например? Или конкретные классы будут? И сколько это классов будет? 1 класс. 1 класс, 28 учащихся. Это выпускники 9 классов. Сотрудники Латвийского сельскохозяйственного университета совместно с коллегами из Института электроники создали изобретение, которое с гордостью может носить звание «Мечта фермера». Теперь же прополкой растений занимается механический уничтожитель сорняков, который с помощью нейросети вычисляет растения-вредителей и убирает их с помощью лазера. Цветные монеты к юбилею полета Юрия Гагарина в космос выпустили в России. Это 4 памятных изделия 60 лет первого полета человека в космос номиналом в 25 рублей. 2 монеты серебряные, 1 из которых с цветным покрытием и 2 из недрагоценных металлов. На лицевой стороне серебряного изделия рельефно изображен герб России, на оборотной стороне летящая фигура человека с крыльями и звезды на фоне звездного неба и мифологических животных зодиакальных созвездий Тельца, Льва и Стрельца. Все монеты выпущены ограниченным тиражом. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Смотрите наш телеканал и будьте всегда в курсе. Спасибо, Владу. А мы переходим к нашей ежедневной рубрике «Якутия. 20 лет в 21 веке», в которой мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за последние 20 лет, какой была жизнь людей и насколько она изменилась. Действительно, на этой неделе тема нашей рубрики «Цифровизация». Но сегодня вас ждут интересные факты об успешном стартапе, который создали резиденты IT-парка «Якутск». Они придумали приложение, благодаря которому дети с особенностями развития могут проходить реабилитацию в форме игры. Путешествие по сказочному миру вместе с забавным зеленым листочком для детей игра Plenty Go – это и развлечение, и лечение. Малышам с ДЦП приложение помогает развивать подвижность, выносливость и внимательность. Все, что нужно для занятий – компьютер с доступом в интернет и недорогой смартфон. Он крепится на груди и отслеживает положение тела в пространстве. Ребенок управляет сказочным персонажем, наклоняясь в разные стороны. Есть режим для нескольких игроков. Можно тренироваться всей семьей. Как врач я работаю с людьми с двигательными расстройствами. И мне всегда было грустно видеть, что в России, как правило, такие пациенты реабилитационную помощь получают только в условиях медицинских организаций. Особенно если это касается детей. Это проблема, потому что эффективная реабилитация должна быть непрерывной. Команда разработчиков стартапа – это резиденты технопарка Якутия и биомедицинского кластера фонда Сколково. Стартап получил поддержку в акселерате B8. Приложение Plenty Go уже можно загрузить из Google Play. У игры есть версия на английском. Стартаперы планируют выход на зарубежные рынки. Они уверены, веселая и увлекательная игровая реабилитация нужна детям с ДЦП во всем мире.
Дорогие друзья, желаем вам всем доброго утра и «Утро Якутии» на канале Якутия-24 и НВК «Саха». Действительно, большое уважение вызывают люди, которые помогают малышам с ограниченными возможностями. Такие проекты делают наш мир, конечно же, лучше. Ну а разработчикам Plenty-Go и всем стартаперам Якутии желаем успехов и творческого процветания. Ну а мы снова переключаемся к Нерюнгри. Все нерюнгринские социальные службы опеки знают, что если есть трудный подросток, то надо отдать его на перевоспитание Александру Прощелыгину. 18 лет Александр ведет работу с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Водит их в походы и приучает к труду. О человеке с открытым добрым сердцем расскажет Александр Хавренко. Александр Прощелыгин – известный в Нерюнгри бизнесмен, резидент технопарка. Однако стать предпринимателем Александр решил, чтобы были средства для его основного призвания – помощи трудным подросткам. Вот уже 18 лет Александр собирает трудных нерюнгринских подростков и отправляется с ними в горы. И мы начали туда ежегодно как бы ходить в эти походы, но снаряжение все несли на себе. И мы начали изобретать какие-то мотоциклы вначале, вездеходы, чтобы снаряжение каким-то образом доставить до альплагеря. И вот эти изобретения, они перешли в такой ракурс, что мы начали делать даже вездеходы под заказ. Но постоянно сталкивались с тем, что нам нужно обращаться, те или иные детали делать где-то на заводах, либо в каких-то фирмах. Это все было дорого, не по карману. И пришла идея создать производство, чтобы мы могли делать что-то своими руками, делать полезное, классное, красивое, и в то же время обеспечивать свои же нужды, например, те же вездеходы. Так, подростки не только занялись интересным делом, но и стали осваивать полезные профессии. И сами начали участвовать в создании вездеходов и другого транспорта. Специально поставили, чтобы иллюминатор, если ветер дует, была возможность все равно обзора. Да, им буквально нужно год-два перебеситься в прямом смысле слова. Да, вот они как бы перегорели, а потом они уже идут либо в армию, либо поступают в высшее учебное заведение. Да, у них немножко ракурс поменялся, что-то полезное. Когда он своими руками сделал урну или лавочку, да, у него не возникнет мысль ее сломать, что самое интересное. Я даже парни, которые разрисовывают граффити, там подъезды и дома, я их приглашаю и говорю: вот арт-объект, вот, пожалуйста, нам нужен маляр, нам нужен специалист, и он уже не просто пакостит, а он делает что-то своими руками. И делает это круто, классно, как профессионал. Почти 500 подростков прошли через походы с Александром, и практически все они встали на путь исправления. Даже среди депутатов городского собрания есть его выпускники. Я с гордостью могу заявить, что многие из них состоялись как полноценная личность, да, которые полезны для общества, и у них хорошие семьи, у них растут детки, да. Вот сейчас, которые ребята в городе, они занимаются бизнесом. И где-то, если какие-то детские мероприятия, я уже могу к ним, как знающим сам процесс, обратиться и сказать: ребят, нужна помощь. И они с открытым сердцем участвуют, там, приезжают на джипах, вывозят детей, там, снегоходы, танки, вертолеты, деньги, все, что необходимо. Они уже сами готовы просто вкладывать эти деньги уже в других подростков. На вопрос, зачем вам все это, Александр лишь смеется. До сих пор не могу сам найти ответ, но мне больше всего нравится видеть, как они растут вместе со мной. Когда ты видишь, когда рядом с тобой вот эти подростки, они вырастают, когда они меняются, они бросают пить, бросают курить, они там выходят, женятся, да, тем более очень приятно видеть, когда клубные ребята, те, кто с детства друг другу кровь сворачивали, а потом они женятся, у них рождаются детки, да, и они живут дружно и счастливо, и мы потом с ними встречаемся и понимаем, что не зря вся эта работа была проделана, она вдохновляет, на более еще такие высокие победы, достижения. Я думаю, нужно брать пример с таких людей, и чтобы таких людей, как Александр, было гораздо больше. Эти люди действительно вносят позитив и очень много хорошего в нашу жизнь. Да, действительно. Александру желаем дальнейших успехов и крепкого здоровья. Передаем привет. Руслан, что ты предпочитаешь есть на завтрак? Все зависит от того, во сколько я проснулся. Если, например, я проснулся на 5-й будильник, то я успеваю выпить только чашечку кофе. А если на 1-й, то могу сделать яичницу. Но если у меня прям очень много времени, то даже могу, наверное, приготовить борщ.
Ух ты! Кстати, знаешь, в городе Нерюнгри проживает около 100 национальностей, а среди них есть и украинцы. Они точно знают, как приготовить вкусный наваристый борщ. Доброе утро всем! Меня зовут Малашенко Оксана, и сегодня я буду готовить для вас одно из основных блюд украинских – это борщ. Наш бульон уже готовится. Вот, несколько часов варится говядинка со свининкой, а сейчас мы приступим к зажарке. Для этого нам нужно лук, морковь, красный перец, томаты, томатная паста, ну, конечно же, картошка. Итак, приступим. Берем среднюю луковицу и мелко ее нарезаем. Говяжий и свиной бульон у нас варится. Мы разрезаем одну картошечку туда. Меленько нарезаем перец. Часть его мы оставили для зажарки, а часть мы бросили в бульон. Это нужно для того, чтобы борщ был более ароматным. Мы бросаем морковку. И сюда же мы добавляем оставшуюся часть перца нарезанного, желтого и красного. Так, ну, очень важный ингредиент борща – это томаты, помидоры, которые мы перемололи на блендере. И потом добавим нашу зажарку. Так, пока она жарится, мы сейчас дорежем картошку. Время пришло, и сейчас мы в нашу зажарку кладем томаты. Они были перекручены на блендере. И кладем туда, ну, здесь примерно 2 столовых ложки томатной пасты. Перемешиваем. Самый основной момент – надо всем овощам соединиться друг с другом и прокипеть. А теперь капусту мы нарезаем в наш борщ. Капуста тоже нарезается мелко. Мы бросаем капусту вместе с зажаркой в последний момент. Картошку мы большую из кастрюли вытащили. Теперь мы кладем нарезанную уже картошку в борщ. Эту часть картошки мы сейчас помнем и забрасываем обратно в кастрюлю, уже толченую. Ну и ждем теперь, когда сварится у нас картошка. Бросаем туда капусту. И сразу же забрасываем нашу зажарку. Сейчас это все закипит одновременно. Мы подсолим, и наш борщ будет готов. Дорогие друзья, итак, наш борщ, основное блюдо украинцев, готов. Я приглашаю всех к столу. Пожалуйста. Борщ с пампушками, с салом, национальным продуктом Украины, домашняя колбаска, варенички с картошечкой, грибочки, капусточка. Всем приятного аппетита! Ну, такой борщ, мне кажется, с утра бы не получился. Приятного аппетита всем, кто завтракает, кто собирается на обед сварить борщ. Я думаю, Полине с Сашей очень повезло, наверняка их угостили. Действительно. Но, дорогие друзья, у нас подошло время для подведения итогов нашего конкурса на самого внимательного телезрителя. Напоминаю, у нас сегодня разыгрывается вот этот замечательный подарок от магазина Гарда Декор. Итак, вопрос был следующим. Какая надпись находится на обратной стороне ключа из музея? Правильный ответ 1976. Именно 5 ноября 1976 года в Нерюнгри переселились первые новоселы в 5 новых построенных домах. Хотелось бы поблагодарить всех, кто давал ответы, около полусотни участников. Да, их очень много. Даже, говорят, были ответы, кому именно досталась первая квартира. К сожалению, не первые, да, они ответили. Но попытайте удачу в следующий раз обязательно. Мы снова передаем слово нашим коллегам в Нерюнгри. Мы в гостях у одного из самых востребованных театральных коллективов России. Это Нерюнгринский театр кукол. Может ли кукла обаять не только детишек, но еще и такого взрослого человека, как я? Так управляются ручки тростями. У него двигается голова. При помощи, опять же, вот этого механизм, да. Он может кивать, он может работать глазками. Вот так. Бывают и ростовые куклы, бывают паркетные, планшетные, разные. Ну, вот это легкая куколка. Кукла смотрит носом, не глазами, как человек,
а носом смотрит. Не было ли такого момента, что куклы, они оживали сами по себе, без вашего участия? Но я, например, верю. Потому что у каждой куклы есть свой характер. Есть такие спектакли, где куклу мы делаем сами, артисты. Те куклы, которые мы сами делаем, они еще ближе. Я более чем уверен, что и Екатерина, и Евдокия, они мастерски умеют перевоплощаться в каждую из доверенных им кукол спектаклей Нюрнбергского театра. Петр Турханович, спасибо, что приняли нас в замечательном помещении своего родного театра. И первое, на что я обращаю внимание, это после амфитеатров новых современных концертных залов, да, у вас очень своеобразная структура посадки зрителей. С чем это связано? Ну, с одной стороны, это нам очень, на самом деле, выгодно, что вот такой зал, то есть как бы не таким высоким амфитеатром, потому что особенность театра кукол такова, что мы в основном, не то что в основном, но частенько играем в ширмах. То есть за ширмой актер находится. Если, допустим, высокий амфитеатр, то весь секрет, все это таинство как бы зритель уже видит. Поэтому, чтобы этого не случилось, вот такой зал нам как раз очень и очень подходит. Ну, мы с вами ехали в одном поезде, вы были преисполнены радости по какому случаю? Давайте мы поделимся с нашим зрителем. Ну, случай у нас радостный, потому что вот как раз мы попали на закрытие нашего фестиваля республиканского «Желанный берег» и получили приз за лучший спектакль. Вот. То есть это было для нас очень и очень как бы так знаково, потому что довольно определенное время мы как бы были просто участниками в основном, а тут мы взяли такую номинацию, как лучший спектакль. Вот. Этот спектакль по мотивам произведений Михаила Шолохова «Судьба человека». Спектакль называется «Судьба». Поставил его наш режиссер, главный режиссер нашего театра Александр Иванов. Вот. Ну и на самом деле, я так думаю, что спектакль на самом деле заслуженно получил такую как бы номинацию, такую награду, потому что на самом деле это очень такой для нашего театра, для нашего репертуара это один из таких этапных моментов. Поэтому, конечно, нам радостно, мы все рады. Нас тут встречали в коллективе вообще чуть ли не как героев. Вот, поэтому будем дерзать дальше, будем идти дальше. Нам очень отрадно было слышать, что театр кукол является одной из достопримечательностей славного города Нерюнгри. Нерюнгринчане очень тепло отзываются о вашем театре, о ваших артистах, о вашем репертуаре. Как вы оцениваете зрителя, который проживает в Нерюнгри? Ну, наш зритель особенный зритель. Во-первых, потому что мы единственный театр в городе, да, профессиональный. Во-вторых, потому что мы как бы, воспитали своего зрителя, можно сказать. То есть с малых лет, с садовского возраста к нам ходит зритель, он потом вырастает, потом ведет уже своих детей. Сейчас уже бабушки и дедушки ведут своих внуков. То есть вот таким вот образом происходит какая-то такая смена поколений зрителей нашего театра. Вот. Ну и зритель к нам ходит, нас любят. В этом смысле, наверное, конечно, играет большую роль, наверное, еще и репертуар театра, который мы выбираем. Мы же играем не только кукольные спектакли для детей, мы играем спектакли в куклах и для взрослых, также еще и играем драматические спектакли вечерние для нашего зрителя. Вот. Поэтому это такая, на самом деле, серьезная работа всего коллектива, наших администраторов, которые как бы, находят все возможные ходы, выходы, чтобы пригласить зрителя, заинтересовать его. Подписывают договора взаимосотрудничества с образовательными учреждениями. Поэтому у нас такая связь тесная с нашим зрителем. Зритель поэтому, видимо, и ходит, и любит нас, и мы любим нашего зрителя. Мы без него как без воздуха. Естественно, энергией зрителя подпитывается каждый артист, каждый театр подпитывается именно энергией зрительного зала. Да. Все мы пережили очень непростой год минувший, да, это период пандемии. Как отразилось тот уклад жизни пандемический на деятельности вашего театра? Ну, как и у всех, наверное, очень серьезно. То есть мы, получается, потеряли зрителя в зале.
И вначале, конечно, была некая такая растерянность, что делать, как быть, а потом все-таки мы нашли выход. Вот у нас начали наши ребята, актеры, художники, режиссеры вот, проявлять такую как бы инициативу. Появились новые формы, вот, появились такие онлайн-показы. Ну, как бы онлайн-показы спектаклей, это на платформе, это понятно, YouTube, там вылаживали это все. Кроме этого еще, значит, придумали актеры такую, ну, маленькие такие передачки, можно сказать, да, которые как бы напрямую обращаются к зрителю, приходят к нему домой, получается, да, через те же самые смартфоны, вот все дела, то есть вот у нас, да, как бы, ну, получается так. С самого начала освоения Южной Якутии первопроходцам помогали коренные жители Эвенки, которые выступали в качестве проводников, а также помогали в транспортировке грузов. И самыми доступными транспортными средствами выступали оленьи и собачьи упряжки. С тех самых пор нерюнгринцы с особым трепетом и любовью относятся к ездовым собакам. И в нашем городе есть клуб любителей хаски, о котором в следующем сюжете. Клуб любителей хаски. Самых добрых, самых выносливых и самых преданных друзей человека. В Нерюнгринском клубе любителей ездовых собак «Белый ветер, снежные псы» более 20 участников. И всех их объединяет любовь к хаски и лайкам. Ну, мы живем на севере же, правильно? И у нас много снега. А так как эти собаки беговые, и очень хорошо на них ездить, можно в гараж ездить, можно с гаража ездить. И им очень много, нужно подвижного образа жизни. Они же не могут сидеть в квартирах. Поэтому мы объединили всех вот любителей хаски в один единый клуб, чтобы мы могли вместе заниматься. Хаски не только ездовые собаки, они еще и отличные терапевты. И очень любят общаться с детьми. Шефствуем над домом-интернатом, находящимся в Серборе, где детки с ДЦП. Да? Вот мы приезжаем к ним в гости. Они нас очень любят. Они знают каждую собаку. То есть они даже поименно знают. Они нам даже помогают нарты раскручивать, скручивать, собирать. И с собаками прям, честно, вот даже до слез доходит. Наши собаки не кусают никого, то есть они психически все здоровы. У нас есть кинолог Дмитрий Ковалев, который с ними занимается. И он, между прочим, делает отбор, какие собаки могут работать с детьми, какие нет. То есть если собака не готова подойти к ребенку, то есть мы эту собаку вводим на карантин. Но, несмотря на все плюсы этих замечательных собак, завести себе хаски может далеко не каждый. Данная порода была мной выбрана, потому что я сам веду активный образ жизни. Собака тоже активная, заставляет много двигаться. Много с ней приходится гулять. Очень активная. Но в уходе она немножко разрушительная, если их мало гулять. То есть надо побольше внимания уделять собаке. Если нет времени, то лучше завести какую-нибудь другую собаку или вообще не заводить животное. Собак из клуба «Белый ветер, снежные псы» в Нерюнгри знают и любят. Как только на площадке появляются хаски, их тут же окружает толпа детей, желающих покататься в нартах. А собаки только рады в очередной раз осчастливить нерюнгринских ребятишек. Жемчужина Якутии, творение мечты. Сюда собрались лучшие со всех концов земли. Мороз ковал характеры, снимая пробу сил. Они отцы и матери, а Нерюнгри их сын. Ну что, друзья, конечно, 2 дней мало для того, чтобы рассказать, какой это замечательный город. Но за все время, что мы здесь провели, мы познакомились с потрясающими, добродушными людьми. И мы обязательно сюда еще вернемся. Спасибо нашим коллегам за возможность узнать столько много интересного и нового о городе Нерюнгри. Ну и, конечно, на сегодняшних сюжетах мы убедились, насколько много талантливых и интересных людей. Добрых, хороших, удивительных людей проживает в южной столице Южной Якутии. Полина, Александр, всех ждем уже дома, у себя в Якутске. Ну а на этой прекрасной, замечательной ноте мы с вами прощаемся. Всю эту неделю с вами были мы, дежурный эфира Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Желаем вам отличных выходных. До новых встреч!
Быть активным и здоровым так просто. С помощью ходьбы можно продлить молодость и жизнь. Физическая активность